поклонись защитникам Отечества, России, и постарайся лучше сделать жизнь. Молодое поколение знает о войне от своих бабушек и дедушек. Сами же ветераны не любят вспоминать события тех трагических лет. Лишь один, самый светлый день останется в сердце надолго. 9 мая 45-го. Ветеран тыла Надежда Васильева вспоминает это утро с улыбкой на лице. Учителя все на балконе стоят, а мы друг за другом вот так обнявшись стоим с девочками. Отменили учебу, и этот день был очень хороший, как сегодня, голубое небо. С каждым поколением сохранить память о тех годах становится все труднее. Однако самые маленькие жители республики и сегодня понимают всю горечь войны и героизм их дедов и прадедов. Хорошо, что наши солдаты отстояли Родину. Война – это плохо, я не хочу, чтобы она повторилась. На сегодняшний день на территории Октябрьского округа проживает 36 участников войны и около 600 ветеранов тыла. В преддверии Дня Победы в одном из детских садов города ветеранов округа решили поздравить необычным способом. Мы своим детским коллективом вместе с нашими родителями готовились загодя и решили провести в необычном формате. Это не просто торжественно-праздничный формат, а также и состоялся музыкальный конкурс «Битва хоров» на песни на военную тематику. Великий праздник Победы, пожалуй, один из самых главных в стране. Память о подвигах советских солдат чтят не только взрослые, но и подрастающее поколение. Галина Погадаева, Василий Слепцов, НВК «Саха», Якутск.